Напомню, из-за пандемии коронавируса в России пришлось скорректировать учебный процесс. Отказались от очной формы обучения в пользу дистанционной. ЕГЭ перенесен на более поздний срок. Привычный формат итоговых аттестаций сменили и в высших учебных заведениях. Как студенты будут сдавать сессию, узнал Залимхан Калоев. Коридоры вуза опустили еще 2 месяца назад. Все на дистанционном обучении. Коронавирус добавил головной боли студентам и преподавателям. Занятия уже давно переместились в интернет. Но как, например, онлайн сдать сессию или защитить диплом? Варианты сейчас ищут во всех вузах. Так пусто здесь не бывает даже во время занятий. Все студенты обучения прошли дистанционно. И вот на носу сессия. Как дальше быть, непонятно. Карантин в регионе продлили до 7 июня. Если с 8 числа снимается, значит, самоизоляция, то все студенты выходят на свою, так сказать, работу, то есть учебу, и продолжаем в обычном режиме. Если же будет продолжение самоизоляции, то мы, значит, данную летнюю сессию будем сдавать дистанционно. А пока про дистанционную сдачу экзаменов лучше забыть, что не скажешь про выпускников бакалавриата и магистратуры. У них как раз-таки сессия пройдет онлайн. Дистанционная сдача зачета экзаменов это возможно, потому что выпускники уже давно работают с преподавателями. У них есть различные группы в WhatsApp, есть видеообмен и так далее, и так далее. Выполнение различных курсовых работ, заданий, тестов. То есть в этом направлении работа ведется. Также ведется работа и по выполнению дипломных выпускных квалификационных работ. Потому что они контактируют с преподавателями, какие-то решают вопросы. Поэтому данная работа идет, и преподаватель в состоянии оценить и запросить какую-то информацию у студентов и оценить качество подготовки данных выпускников. Ингушский вуз в режиме онлайн с марта этого года, впрочем, как и все учебные заведения. На сайте университета выкладывается лекционный материал для каждого факультета, а также контактные данные преподавателей, чтобы консультироваться и поддерживать связь. В дальнейшем мы подключились к различным платформам московских вузов, где нам был сделан доступ к этим платформам, где студенты могли получать еще и видеолекции. То есть вся эта работа была сделана по всем направлениям. Весь лекционный материал, вопросы на самопроверки, тестовые материалы, то есть все они это получили. В общем, будущее доступно нам уже сегодня. Во многих российских вузах решили уменьшить время на подготовку после получения билета. В других придумали специальные программы, которые дистанционно следят, чтобы студент не жульничал. И вот ответ совсем на ненаучный вопрос. Дома списать не получится. Залимхан Калоев, Джамал Элтамасханов, Новости 24.